Несмотря на негативные тенденции в мировой российской экономике, в 2015 году Якутии удалось сохранить позитивные темпы. Об этом накануне в рамках отраслевого отчета сообщил министр экономики Валерий Максимов. Он сказал, что правительство в постоянном режиме ведет мониторинг тарифов в целях недопущения опережающего роста цен. Тем не менее, на фоне общей ситуации с ростом цен в стране, в республике, также выросла инфляция. По итогам прошлого года она составит 11,8%. Что касается года текущего, то по прогнозам экспертов 2016 год может стать наиболее сложным в экономическом плане для страны и регионов в частности. Какие антикризисные меры приняты республикой, что будет дальше с курсом рубля, во что вкладываться населению, каковы основные планы Минэкономики на год, обсуждение этих и других актуальных тем в беседе с министром экономики Валерием Максимовым. Валерий Иванович, здравствуйте. Добрый день. В стране сейчас трудная экономическая ситуация, и эксперты прогнозируют, что 2016 будет наиболее сложным. Так ли это, на ваш взгляд, и какие антикризисные меры предпринимает республика? Ну и также министерство, какие основные задачи планирует на этот год? Если мы говорить об антикризисном плане на уровне правительства Республики Саха-Якутия, принято решение, что мы будем продолжать работу уже в рамках принятых системных решений по обеспечению социально-экономической стабильности. И эти решения у нас уже прописаны в принятых и скорректированных государственных программах Республики Саха-Якутия. То есть в рамках вот тех системных решений мы будем продолжать работу в течение 2016 года. Безусловный такой серьезный вызов – это обеспечение социальной стабильности внутри республики. Это безусловное выполнение всех социальных обязательств и обязательств по заработной плате, и это является для нас сегодня первоочередной задачей. Рубль бьет все антирекорды по своему падению. Какие прогнозы вы здесь предполагаете, что будет дальше, как по-вашему? И как населению себя вести при этом? Во что вкладывать свои средства, если они есть, участие населения? В недвижимость, в золото, или все-таки менять валюту? Или ждать без паники выжидательную позицию такую занять? Смотрите, с точки зрения обычного гражданина, который зарабатывает, получает заработную плату в рублях и тратит их в рублях, конечно, в краткосрочной перспективе попытки сыграть вот на этих изменениях курса рубля по отношению к ведущим валютам, конечно, я думаю, что не принесет большой выгоды. Потому что нужно понимать, что каждая операция имеет свои издержки в виде процентов, то есть банки тоже не продают по той цене, по которой официальный курс сейчас, да, то есть и в условиях волатильности обычно традиционно банки разрыв между стоимостью покупки и, точнее, ценой покупки и ценой продажи устанавливают достаточно большую. Да, и, соответственно, в этот период, к сожалению, очень многие могут потерять как раз на попытке вот сыграть в краткосрочном периоде. Если же говорить о долгосрочных планах, связанных с предстоящими путешествиями за рубеж и так далее, то тут нужно смотреть. Я все-таки считаю, что и не сторонник того, что низкая стоимость нефти это вот на уровне 25-20 долларов за бочку не станет такой долгосрочным трендом, да, то есть для этого нету ни экономических таких в глобальном масштабе причин. Я думаю, нет никакой заинтересованности всех крупных экономических держав, которые формируют так или иначе экономическую повестку сегодня в мире. И равновесие все-таки будет найдено по стоимости нефти, и это, конечно, нефть будет дорожать в среднесрочной перспективе, и это, конечно, должно сказаться в первую очередь тоже на изменении курса рубля, соответственно, и в среднесрочной перспективе можно на этом тоже потерять, да? То есть, поэтому традиционно, и это правильно, я считаю, абсолютно правильно, чтобы отношение к своим средствам и населению было именно с точки зрения того, в какой валюте я получаю заработную плату и в какой валюте я собираю их тратить, вот в этой валюте надо держать свои ресурсы.
Много говорят и обсуждают, в том числе в интернете, население, что при обесценивании рубля возможна так называемая деноминация, когда стирают с нули то, что произошло в 1998 году, что 1000 рублей, условно говоря, могут превратиться в 10. Такой сценарий возможен, Валерий Иванович? Ну, я не думаю, я вообще в принципе не вижу причин для... Во-первых, инфляция должна очень сильно разогнаться. Таких причин фундаментальных у нас в Российской Федерации на сегодняшний день нету. Если оценивать итоги, опять же, 2015 года, то уровень инфляции в среднем по стране составил чуть больше 15%. У нас в республике инфляция в 2015 году составила 11,8%. И я считаю, что в масштабах экономики это достаточно хорошие показатели. И, конечно, сегодня задача правительства обеспечить и сдерживание цен. Это касается и наших естественных монополистов, это касается и основных производителей основного вида, основной группы товаров ежедневного спроса. И, конечно, очень важно вести работу с торговыми компаниями для того, чтобы они не делали вот резких изменений в цене стоимости товара, которые они реализуют на оптовых и на розничных рынках. Возвращаясь к плану работы на этот год, если отталкиваться от антикризисных даже мер, учитывая их, какие еще перспективные проекты рассматривает республика в этом году? Что намечено? Привлечение инвестиций? Вот как дела у нас в этой области? В 2016 году основной объем инвестиций все-таки мы связываем с крупными инвестиционными проектами. И буквально на днях мы рассматривали вопросы, связанные с планами строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Уже обозначены конкретные объемы строительства. И мы как раз в 2016 году вот за счет реализации объектов «Сила Сибири» это обустройство Чандинского месторождения и строительство магистрального газопровода. Вот за счет этих двух строек у нас будет существенный рост объема инвестиций. По другим направлениям у нас будут корректировки, безусловно. Это касается государственных инвестиций, это касается инвестиций крупных промышленных компаний, но зачастую вот эти инвестиции также у нас связаны с тем, что просто завершаются стройки. Да? То есть Восточная Сибирь, Тихий океан, нефтепровод тоже завершается строительством. Высоковольтные линии электропередач тоже должны завершиться строительством в 2016 году. И, соответственно, это, безусловно, повлияет на сокращение инвестиций в этих отраслях. Другое дело, что как мы планируем государственные инвестиции. Мы запланировали на 2016 год достаточно большой объем инвестиционных ресурсов, которые направлены на реализацию инвестиционной программы, но с учетом складывающейся ситуации, конечно, в рамках вот того мониторинга, который сейчас мы ведем по изменению ситуации в экономике страны и в нашей экономике, мы будем принимать решения по изменению подходов и параметров прогноза на 2016 год. И это, безусловно, повлияет на параметры бюджета текущего года и на инвестиционные возможности государственного бюджета в текущем 2016 году. И я думаю, что в случае, если ситуация будет продолжаться в таком негативном тренде, мы вынуждены будем принимать решения по сокращению, в том числе инвестиционной программы. Ну, об этом уже глава республики озвучивал и на встрече с главами поселений, что мы сейчас будем определять этап по приоритетам, да, безусловно, заработная плата, социальные платежи, 100% выполнение. А вот направление, по которому мы готовы рассматривать сокращение, это, безусловно, в первую очередь, это инвестпрограмма. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Удачи вам в работе.